нахожу верных друзей. Я себе по всему свету и вот стал уже взрослее. И увидел всю планету, до сих пор стараюсь я интересным быть для мира, чтобы мог я рассказать о своей земле башкирской, о башкирах рассказать. Научиться танцам, песням, ведь чем больше знаю я, тем я буду интересен. Для меня Урал-Батыр самый сильный из батыров. Древний миф Уральских гор расскажу я всему миру. И потому я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenem. Я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenem. Хауымағыз, хөрмәтле дуслар, хәерле сәгатьтә башкорт теле дәресенә рәхим итегез. Добро пожаловать на очередной урок башкирского языка в проекте «Башкорт телен öğrenem». Мир языков, как мы это неоднократно отмечали, красочен и разнообразен. Языки различаются не только по структуре, по звучанию, но и по количеству носителей. И количество носителей некоторых языков, к сожалению, неуклонно сокращается. К примеру, на бретонском языке в 50-е годы 20-го столетия говорило около 1 миллиона человек, сейчас около 200 тысяч. С другой стороны, в этой сфере есть и положительные примеры. Менский язык, потеряв своего последнего носителя в 1975 году, подвергся активному изучению, возрождению. В настоящий момент это предмет, который изучается в школах, и язык, на котором ведется обучение в некоторых школах острова Мэн, коронного владения Великобритании. Я надеюсь, что башкирский язык никогда не переживет того, что пережил менский, а именно тому, чтобы этого состояния башкирский язык никогда не достиг, мы посвящаем наш с вами проект. Рахим итегет! Вячеслав Чернев, полиглот, свободно владеет 8 языками. Башкирский язык изучал самостоятельно. Интересуется башкирской литературой, культурой и историей. Именно из-за большого интереса к башкирскому языку перевелся с факультета иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета на факультет башкирской филологии БКПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Сам разработал и написал методику преподавания башкирского языка для невладеющих им как родным. Аладдин Самедов, предприниматель, в 1991 году приехал из Азербайджана и остался жить вместе с семьей в городе Нефтекамск. В 2009 году начал изучать эпос «Урал-Батыр», а в 2011 году перевел его на азербайджанский язык. Когда я прочитал эпос «Урал-Батыр» на русском языке, мне очень понравился. И тогда я решил читать на оригинале. Поэтому я начал с помощью словаря, башкирского русского словаря, читать эпос «Урал-Батыр». И когда мне предлагали участвовать в этом проекте, я дал согласие, чтобы глубже знать башкирский язык. Ирина Сухарева, магистрант Башкирского государственного университета, художественный руководитель студенческого клуба. Занимается международным обменом студентов Уфа-Галле. Интересуется иностранными языками, играет на гитаре и фортепиано. У меня 2 маленьких ребенка, и скоро они пойдут в школу. И у них в школе будет предмет башкирский язык. Я хотела бы быть им полезной в изучении этого языка. И хотела бы сама тоже научиться разговаривать на этом языке. Тимур Абдурахманов, стоматолог, более 14 лет работает в области медицины. В этом году был награжден медалью России за трудовые заслуги. Любит готовить, в свободное время занимается рыбалкой, путешествует. У меня семья многонациональная, папа у меня азербайджанец, мама башкирка. Прожили мы вообще в Средней Азии большую часть своей жизни. И сейчас, общаясь, приехав сюда, хочется знать язык своих предков. Хочется разговаривать с ними, приезжаю в деревню, чтобы не сидеть как белая ворона, которая все понимает вроде как, но при этом разговаривать с ними, общаться не может. Мне хочется выучить язык своих предков, выучить как для себя, так же и привить эту же любовь к языку своим детям. Софья Покровская, корреспондент башкирского спутникового телевидения. Образование педагогическое. Ведет активный образ жизни, любит ходить в поход, путешествовать по миру. Когда интересно что-то человеку, это не бывает тяжело. Вот мне действительно это интересно. У меня куча друзей, носителей языка, и я хочу выучить его, я хочу с ними поговорить на их языке. Это ж клево.
Мухсин Жульен Райринзатов, аспирант Уфимского государственного авиационно-технического университета. Музыкант, танцор, спортсмен и шоумен. Родом из Мадагаскара. Родной язык – малагасийский. Владеет русским, французским и английским языками. Я как музыкант и танцор, то есть внутри культуры, я уважаю культуру. И тем более язык у вас, башкирский язык, такой мягкий. Ну, мне нравится вот ваш язык. Хоть даже только 2 или 3 урока, если вот упорно вот изучать, то это все возможно. Мы провели с вами уже порядочное количество занятий, выучили достаточно много нового материала. На доске вот написаны 2 фразы. Первая из них не имеет, а грамматическую нагрузку второй фразы мы не знаем. Но это фразы очень полезные. И почему эти фразы полезные, вы, наверное, сами знаете. Алтинбей, переведите, пожалуйста, прочитайте и переведите, что написано на доске. Нихал, как дела? Да, Нихал, как дела? Просто без указания того, твои ли это дела, ваши ли это дела. Просто, как дела? Нихал. Так можно и к старшему возрасту человеку сказать. Ну, будет немножко фамильярно, но ничего. Нормально. Особенно вы не носители, вам это сойдет с рук. Это просто как дела, без указания. Твои ли, ваши ли, чьи ли там еще. Вторая фраза. Кем булуп эшляйхен? Кем работаешь? Да, кем ты работаешь, кто ты по профессии. Булып – это, строго говоря, деепричастие от глагола буларга – быть. Мы по-русски не говорим «ты работаешь, будучи кем». Мы же так не скажем по-русски, правда? Это ж язык сломаешь. Естественно, мы можем запомнить так, что «кем» – это кто, у вас это слово есть в списке сводыша, а «кем булып» – это кто по профессии. Как правило, вот так спрашивают именно о профессии. Или, скажем, в качестве кого. Нас очень сильно интересует, какая форма во второй фразе. С булып разобрались, осталось что? Эшлейхен. Эшлейхен. Итак, какой-нибудь знакомый корень вы видите? Эшлей. Эшлей. Эшлей – это «он работает». Как бы, помните, это целый столбец таблицы, посвящен этому оса, эшлей, ине и так далее. И краткое. Работай, как будет? Работа, работай. Эшля. Потому что е это как бы относит к настоящему времени. Если мы это е убрали, осталось повелительное наклонение. Работай, эшля. Итак, это окончание обозначает «ты есть кто». Ты есть учитель. Вообще говоря, хэн – это окончание особой категории, которая в русском языке тоже не используется слишком активно. Эта категория по-башкирски называется хаберлик. По-русски еще более невразумительным словом предикативность. Селестин прекрасно понял, что это значит, потому что слово предикатив во французском есть, а в русском иногда используется еще старый термин «сказуемость». В башкирском языке существительные могут выполнять и роль сказуемого. Сказуемость, предикативность является специфической категорией башкирского языка. Укатаусаман – «я учитель». Форма сказуемости одновременно выражает и число. Эшсемен – «я рабочий», единственное число. Эшсебед – «мы рабочие», множественное число. То есть, вот это «хэн» ставит существительное, или глагол в такой форме, в положении сказуемого. Ухатаусахан – ты есть учитель. Учитель здесь сказуемое, выраженное существительным, правда? Таблицу этих окончаний, я думаю, мы с вами сможем записать на слух. Первое лицо – единственное число. Мэн. Мэн, мен, мон, мэн. Н на конце. Итак, окончание, простите меня за крайне неаккуратный почерк, мэн. Аналогично, если вы знаете, что если в аффиксе есть буква еще может быть вариант с буквой Е, О или в соответствии с законом сингармонизма. Я работаю, ишлеймен. Чаще говорят ишлейем, но об этом потом. Об этом мы уже будем говорить на следующем уроке, когда мы будем завершать с вами, наконец, всю эту грамматику и переходить к практической части. Второе лицо вы видели, хэн, аффикс. Второе лицо, единственное число. Это хэн. Также хэн, хэн, хэн. Как выбирать гласные, мы знаем, да? Юрей мен, я хожу. Юрей хэн, ты ходишь. В третьем лице аффикса нет.
Вот сейчас мы, Аладдин Вей, будем с вами обсуждать отличия в башкирском и азербайджанском по этому вопросу. В третьем лице вообще нет аффикса, ни в единственном, ни во множественном, его вообще нет. Просто эшлей будет? Да, у эшлей, все, он работает. Мы же так выучили с вами. Таблица аффиксов форм сказуемости. Первое лицо – единственное число. Мын, мин, мон, мün. Уколсымын, кишимын, башкортмон. Второе лицо – единственное число. Хын, хин, хон, хын. Уколсыхын, кишихын, түрікхын. Во множественном числе мы есть кто? Бед или бов. Уж через все аффиксы пишем. Подразумеваем, что есть варианты с е, о, 4 варианта у каждого аффикса. Мы есть кто? Или мы что делаем? Ишлей бед. И второе лицо множественного числа. Хгд. Извините за не слишком красивый почерк. Итак, скажите, пожалуйста, как будет «мы работаем»? Без эшлей. Ишлей бед. Обратите внимание, все эти аффиксы очень сильно похожи на местоимения. Мин, ишлей мен, хин, ишлей хен, бед, ишлей бед. Так ведь? Хед, ишлей хегед. Почему здесь не ишлей хед? Потому что у хед, вот у такого хед, есть свое значение. Это значит без чего-то. Например, калям хед, без карандаша. Хед, 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 хед также. Это без чего-то. Это я заключаю в квадратные скобки. Это вот сюда не относится вообще никак. Хед – это без чего. А поэтому, чтобы местоименный аффикс остался, сказуемости, предикативности, хабарлик, мы пишем два слога хгд. Это сложно? Да, пока не совсем понятно. Пока не совсем понятно. Да. А может мы схему вместе нарисуем? Да, потому Там что... уже 3 строчки, у меня уж 4 получилось. Ну давайте тогда я не буду писать третье лицо. В третьем лице никаких аффиксов у нас нет. Давайте отрисуем табличку. Мэн – первое лицо. Хэн – второе лицо. Мэн иногда но уже закреплено за китабом. Помните, твоя книга? Это твой. Вот это в глаголах у нас будет, но об этом потом. Во множественном. Б, х, г. Да, х, г. По сути, в азербайджанском ведь тоже 5 букв у этого аффикса. Сыныз. Сыныз. Да. Да, ну здесь Н перешло в Г, а С перешло в Х. Это общая тенденция. Это везде так, во многих словах. Первое лицо – множественное число. Бд, бед, бод, бед. Уколсавад, кишебед, башкортбод, түрікбед. Второе лицо – множественное число. Хгд, хегед, хогод, хегед. Уколсахгд, кишехегед, башкортхогод, түрікхегед. Давайте попробуем образовать что-нибудь. Да, ну вот давайте пробуйте, образовывайте. Например, кем булып ишлейхеген. Запишите на слух. Кем булып ишлейхен. А теперь я вам задаю вопрос. Кем булып ишлейхеген? Так. Мин эшлей. Ем. Эшлейем. Да, только ишлейем, наверное, будет в конце, потому что я спросил. Ишлейхеген в конце было. Мин хабарсе эшлей. Хаверсе булып. Мин хабарсе булып эшлеем. Потрясающе. Только ишлеем. И, внимание, вот типичная ошибка. На аффиксы предикативности ни в варианте «м», ни в варианте «м», ни в каких других вариантах никогда не падает ударение. Вообще никогда. Ишлейхегет, ишлеем, ишлейхен. Мин хабарсе булып эшлеем. Вот видите, вы уже составили свою первую башкирскую фразу. Селестин, хем кем булып ишлейхен? Мен инженер болып эшләйем. Ишлеем. Эшләйем. Вот теперь это звучит. Вот эти аффиксы, которые вы только что переписали, они нам понадобятся и при образовании существительных функций сказуемого. Например, ухатулса гагад, вы есть учитель. И, кроме того, они нам понадобятся при образовании всех временных форм глагола. Мы научимся спрягать глагол вот как раз с помощью этих аффиксов.
Я вас призываю, можете в этом попрактиковаться дома. Но в качестве домашнего задания я вам этого пока не даю. Мы на следующем уроке разобьем вот эту большую таблицу, помните? Мы ее разобьем на маленькие таблички и будем с ними работать вот именно с помощью вот этих аффиксов. Я полагаю, что это будет очень даже легко, потому что большой объем информации все-таки запомнить трудно, я понимаю. Давайте подведем итог тому, что мы прошли на предыдущих 4 занятиях. Итак, что мы изучили? Алфавит. Алфавит. И изучали, что вот эти классные разделить на вот эти... Твердые, мягкие, ряды передние, гласных. задние. Закон сингармонизма. Закон сингармонизма, еще закон губной гармонии. Да, да. Широкий, узкий. К сожалению, гармонии по широте узости в башкирском нет, а то было бы совсем хорошо. Кстати, еще более такое замечательное определение, которое до сих пор я помню, что язык – это менталитет и образность. Совершенно верно. О чем мы еще поговорили? Ну, мне понравилась тема с изофетами. О, ну относительно легкая тема, понятное дело. Да, она как-то нас легко прошла, и, в общем... Ну а что это за штука такая, изофет? Ну, это вот, например, если слово заканчивается на согласной, в конце ставятся буквы, она называется изофет. Для чего эта буква ставится? Ну, чтобы привязать слово, принадлежность признак слова. Да. определенности. Да, определенность. Даем определенность. Потому что, смотрите, само по себе слово «он» ничего не определяет. Он может быть кто угодно, ну только по роду, понятно. А в башкирском еще того лучше. В башкирском же нет родов. Я о вас могу сказать заглазно, конечно. Ул. Или о тебе, или вообще о ком угодно в этой студии. Так вот, само по себе это слово ничего не определяет. А вот если мы добавили изофет, принадлежащий его что-то, ее, их, то это уже какая-то определенность этому предмету. Допустим, их записи, понятное дело, что о каких записях идет речь. Конкретно можем сказать, ага, вот они, их записи, так? Угу, принадлежность к кому-то или чему-то. Да, ну скорее определенность. Не всегда принадлежность, но всегда определенность. Принадлежность тоже может быть, но не всегда. В третьем лицо всегда. Да, в третьем лице. Совершенно верно. В азербайджанском то же самое, ведь правда? Да, onun kitabı. Обязательно надо onun определять, это самое надо говорить. Да. Мне, Да, и вот мой, то же самое. твой, его обязательно надо сказать. А вот, например, если сказать «я» или «ты», то это местоимения у нас более определенные, правда? Если понятно «я», то это «я» можешь указать. Если «ты», то это тот, с кем говоришь. Я, допустим, могу обернуться к вам и сказать «вот вы сделаете то-то, то-то». Я уже конкретно указываю. Это конкретные определенные местоимения. Он, может быть, я сказал кто угодно, заглазно, конечно, кого нет. Можно вот любого человека вытянуть, и вот будет вам он. Так? А «ты» — это конкретно собеседник. «Я» — это конкретно говорящее лицо, правда? Когда мы говорим «у кого-то было «ишлеем», можно «мин» не говорить, потому что уже «м» вот это показывает, что это «я». «Ишлейхен», «ишлейхенме», работаешь ли ты? Понятное дело, что это «ты» уже «хен» показывает, уже можно «хин» местоимение не добавлять. А вот в третьем лице у нас почему нет аффикса? Потому что оно неопределенное. Поэтому надо всегда говорить «ул», там «тегенсе» портной, «тегенсе» было бы «ишлей». В третьем лице у нас нет никакой определенности, поэтому мы вынуждены добавлять местоимение. Что вам запомнилось, Тимурбей? Времена, Времена. Ой. которые вот так с трудом к 5-му уроку, таблицы времен этих, я начал понимать. Времена вы начали понимать, но временами мы, наверное, вплотную займемся на следующем уроке, когда объединим темы времена и вот эти вот аффиксы. Чтобы сказать, например, ты работал когда-то, ты работал вот вчера, допустим, или ты будешь работать, или мы будем работать, например. Аладдин Бей? Ну, для меня очень тяжело, когда вот это все смыслы гласные. Эту проблему вы поднимаете практически на каждом занятии, и в итоге это, как правило, ничем не заканчивается. Например, я... Уаттан. Вакет. Или дауам, или Дауам. еуэу. Кстати, как вы скажете, мой, вымой. Как будет мыть-то? Еуэу. Йоу. Йоу, тогда йоу. А вы вымойте, попробуйте сказать. Повелительное наклонение во множественном числе. Что? Это приказ. Вы что сделаете? Вымойте. Так, вы это будет
Получается, еугев. Это повелительное наклонение, это, по сути, тема следующего урока. Я просто решил проверить ваши аналитические способности, проверка удалась. Это хорошо. Получается, после 4 занятий мы еще не разучились думать, мы, наоборот, обучились даже думать, я думаю. А на ваш образ мысли как-нибудь язык повлиял? Вот то, что мы с вами сейчас изучаем. Что изменилось? Для меня, например, вот прямо внутри там, вот язык там внутри, там изменились, во-первых. Наш вот менталитет, ну, как объяснить по-вашему? Так, сейчас попробую формировать. Например, у нас на Мадагаскаре люди по-другому мысляют. Мыслят. Вот, мыслят. Вот. А тут тоже есть своеобразие. И сейчас я чуть получил. Появился новый образ. Да, образ. Мыслей. Est-ce que ce que tu études la langue bashkire te fait penser de ta langue maternelle dans une autre manière? Ouais. Сейчас Селестян сказал, что то, как он изучает башкирский язык здесь, заставило его по-другому переосмыслить его родной язык. Думать о нем более таком, я полагаю, структурированном виде. И тщательно. Да. До мелочей. А на ваше восприятие языка как-нибудь повлияло то, что мы сейчас с вами сидим и учим язык? Конечно. Это вообще два абсолютно разных языка, и я не могу не сравнивать с русским, никак вообще быть. То есть тут, значит, не суффиксы, а аффиксы. По-другому строится вообще словосочетание, а в обратную сторону, да. Суффиксы с аффиксами – это подгонка понятий. Мы здесь не говорим слово суффикс, потому что нет приставок. А аффиксы – это все. И суффиксы, и приставки, и окончания. Все, кроме корней. Да. То есть вообще абсолютно два разных языка. Как так получилось? Живем рядом вроде. Живем рядом. В одной стране. В одном городе. В одном городе. Скоро будет 500 лет, как контакты имеются между русскими и башкирами, активные контакты. Языковые контакты начались уже очень давно, и в башкирском языке, в народно-разговорном башкирском, очень много слов, которые взяты из русского, но подделаны под башкирскую фонетику. Может быть, привести вам примеры? Они взяты из русского давным-давно уже, но подделаны под башкирский. Что такое сейнук? Чайник. Кровать еще есть. А есть еще карауат. Кстати, как интересно, иранские азербайджанцы в Тебризе, насколько вот я недавно прочитал курс лекций по ирано-азербайджанскому языку, но я вычитал оттуда, что они словом карават, взятым из французского языка, а не из русского, называют галстук. И персы, и азербайджанцы иранские. Иранские. Иранские азербайджанцы. Ну, советские азербайджанцы, они галстук говорят. Они уже говорят галстук на русский манер. Сходство между башкирским и азербайджанским языком, оно ощущается вот сейчас с вами? Да, ощущается просто глагол, имя существительное. Да, вот. Это все у меня как-то перемешался вот сейчас. Я не могу вот это самое конкретно этот. Нам, наверное, надо падежей изучать. Потом уже у нас будет этап. Нам очень тяжело вот это самое, да, составить как предложение, да? Предложение. Как это окончание, да? Допустим, вы говорите, что окончания нет в башкирском языке. Нет, да? окончание можно говорить, нельзя говорить суффикс. Суффикс есть там, где есть приставка. В башкирском приставок нет. Окончание говорить можно, но это термин такой из школьной грамматики. Ну, аффикс мы говорим, аффикс, да, вот это морфемика, да, уже, да? Да, морфемика. Да, можно сказать морфема, кстати, тоже. Вот это морфему-то еще мы должны изучать. Корень слова, аффикс, потом окончание, так? Вот это нам надо разобраться. Для меня интересно вот это окончание, вот это. И чем отличается от этого, от аффикса, да, который... Я вас могу обрадовать, Аладдин Бей. Мы на следующих уроках, на следующих 2 уроках завершим всю грамматику. Во-первых, завершим предикативные формы, разобьем эту большую таблицу. Я помню, у меня аналогичный был случай, когда на 4 курсе я впервые сюда приехал учиться. У меня сразу определили на 4 курс. И мы занимались арабским языком. И с 1 сентября нам, извините за сниженный язык, вдалбливали породы арабских глаголов. Это типа спряжений. Вот у нас в русском языке их 2, хотя есть еще разноспрягаемые глаголы, еще куча всего. В польском языке официальных 3, а академических 8. Так вот, в арабском их 10. Сами понимаете, у меня был такой когнитивный диссонанс. Только-только начал учить язык, уже вот эти вот вещи. Тоже, как и у вас сейчас с этой большой таблицей. Поэтому я предлагаю разбить эту таблицу на несколько маленьких, чтобы спокойно заняться этим на следующих 1-2 уроках. Согласны?
Согласны? И пройтись конкретно, по временам. Я делать буду то-то. Да, вот именно это я и планирую. И Они делают то-то, чтобы мы знали, чем это все заканчивается. Да. И вторая тема – это падежи и падежные формы, околопадежные формы. Почему я ввожу околопадежные формы? Потому что они по сути, вот как это слово «г», которое без, они по сути функционируют как падежи, но не описываются в школьной грамматике таким образом. Они описываются как прилагательное, или как наречие, или как что-нибудь еще. А по сути это же можно от любого слова образовать. Вот этот недостаток как бы я заметил, знаете где? Вот человек заканчивает изучать язык, допустим, первокурсник. На первом курсе всегда же изучается башкирский как предмет. И обычно это, скажем, второе знакомство его с языком происходит, заново знакомиться. Так вот, он выучил по школьному курсу эту грамматику, а выходит на улицу. На табличке написано «Танафис хз, ялкун хз». И что это? Он будет думать «Вы есть перерыв», потому что хегет вот это у него, может быть, немножко вот запутается. И он скажет «Ага, вы есть перерыв». А это же на самом деле без перерыва. Это же на самом деле и без выходных. А вот этой тонкости они никогда не изучали. И ведь в азербайджанском тоже самое же есть. Вы упоминали, кажется, Аладдин Бей, что неопределенное прошедшее в азербайджанском формируется несколько по-другому, чем в башкирском. Допустим, пришел, да? Да. Geldim, Geldim. gittim, ушел. Да, но это определенное, а неопределенное. Gelmiş, gitmiş, это конкретно, это сам gelmiş, gitmiş, yazmış, этот писал, вот это тоже писал. Да, То неопределенная есть форма. здесь еще и видовое различие есть. Понятно. Это неопределенное как бы. Неопределенное дело. Дело в том, что именно так формировалось время в старобашкирском языке до где-то года 30-го, когда этот язык просто взяли и выдернули из системы науки и образования в Башкортостане. До того времени сложился какой-то более-менее общелитературный язык для всего тюрко-мусульманского населения Российской империи. То есть сюда входят и татары, и башкиры, и казахи, и кыргызы, и азербайджанцы, и туркмены, и еще много-много-много кто. Но, например, не хакасы и не алтайцы. Почему? Потому что хакасы и алтайцы тоже тюркские народы, но вот на этом языке они никогда не говорили. Хакасы никогда мусульманами не были. Но они язычники же. Они тенгриане и частично православные. Я вижу в этом и хорошую, и плохую сторону этого процесса. С одной стороны, убрали те формы, которые реально когда-то использовались. Вот эти вот мышмеш, например. У нас в башкирском языке они уже практически не используются. Кильмеш, ядмош. Ядмош вообще ушло в существительное, например. А большинство этих форм просто не сохранилось. Или инфинитив на мак. Хапламах, бармак, кильмяк и так далее. У нас не сохранилось. Только чуть-чуть в поэтических текстах иногда проглядывает. Это как бы плохо, потому что раньше была единая для всех форма, и можно было ей спокойно пользоваться. А в чем хорошая сторона? А мне кажется в том, что, во-первых, это способствовало росту национальной идентификации. Просто раньше в империи азербайджанцев спокойно могли называть татарами. Ну, декабристов, когда они их или выслали, или как-то Кавказ, они когда увидели азербайджанцев, они назвали нас татарами. Да. Они приехали туда и увидели, что здесь народ говорит на татарском языке. Они знали же татарский язык. Бестужев, Марлинский, Лермонтов, все они там, когда мы сейчас их читаем, у них написано татары. Да. Нигде не написано, что азербайджанцы. Да, они назвали татары. Тогда настолько близко было вот те времена. Да, это потому что это были очень близкие языки. Во-первых, разделение способствовало росту национального самосознания. Если вас называют уже не татарами какими-то общими, а конкретно раз башкир, два азербайджанец, три туркмен, повышает самооценку, повышает национальное самосознание. Чем хорошо, что это самое, да, вот это отличие есть, то есть особенности башкирского языка. Чем она хорошо, вот имеете в виду, да? Почему разделение сыграло и положительную роль, а не только отрицательную? Но и 1000 лет назад, это когда Ибн Фадлам приехал сюда, Башкирии, тогда он увидел башкиров, у них было свое государство, как-то своя территория, да, свой и народ. Он написал башкор. Башкор, да, про башкортов и писал, что какие обычаи, и тогда башкиры, то есть это уже как национальность, это башкиры же тогда были. На основе диалекта надо развивать и оттуда вытаскивать. Был общий литературный язык, и при нем несколько таких крупных диалектов. Да, пусть, да. По сути, вы сейчас говорите то же самое, что предлагали когда-то турки после 90-го года. Ведь после распада Советского Союза очень многие тюркоязычные народы оказались
разделены административными границами. Нет, давайте вот по-другому подходим этот вопрос. Да, допустим, словарь. Башкирско-русский язык, допустим, башкирско-русский словарь, да. Я смотрю «йорт». Я ищу это слово, что означает это «йорт», да. Я открываю буква, ищу буква «ё». Еще нету «ё». «Йорт» слова нету. Потом сижу, думаю, в словаре нет «йорт». Потом закрываю слово. Потом как-то нахожу буква «й», там написано «й-о-р-т», да, «йорт». Потом «ял» надо, да, мне искать. Я сразу открываю буква «й». «Й», а еще «ял» нету. Я говорю, опять нету этого «ял» слова, да. Закрывал, потом было такое, даже неделю не подходили этот словарь, да. Потом один день открываю «ял», буква «я» же еще есть. «Я-л». «Ял», оказывается, есть. Знаете, вот, эти буквы путают до самих башкир, собственно говоря. Вот разве так можно? Вот такой словарь. Я на первом уроке уже говорил, азербайджанцы молодцы. После смерти Сталина взяли и выкинули все лишние буквы. Все эти «ю», «я», которые вот, допустим, только мешают. не башкири, да, хотим, чтобы вы учили башкирский язык. Да, это создает осложнение. С какими трудностями я сталкиваюсь? Вот это я говорю. Только ваше мнение сейчас, кажется, не услышали. Каким вам теперь показался этот проект изнутри? Вот когда вы шли на проект, с чем вы шли? С какими ожиданиями? Что исполнилось, что не исполнилось? Когда я шла, для меня все это было так образно и обще. А сейчас вот уже к 5-му уроку так все по ступенькам выкладывается. И больше всего мне запомнилась тема про глаголы, когда вот мы изучали. Да. Самое сложное, самое интересное она для меня. Вот до сих пор 3 недели уже я повторяю эти глаголы. Сейчас вам легче будет с глаголами. Мы, наконец, пройдемся по всем временам, как это предлагает Тимур Бей сделать. Я его предложение учту. Мы, наверное, на следующем или на после него, через 1 урок, займемся как раз глагольными временами. Маленькую добавку насчет предложения Тимура. То есть вот эту таблицу, да, которую вы сделали, вот которая имя действия, давайте это пока туда не входим. Либо это в конце поставим, либо убираем, потому что нам надо сначала глагол, да, вот, который вот заканчивается на г, да, который г. Вот первый столбец. А потом уже как настоящее время, будущее, прошлое. Простой – это отдельная таблица, а потом уже неопределенный всякие вот эти прошлое и будущее. Так будет проще. Оно, конечно, будет так проще, только смотри, если мы совсем уберем это «колоу», «келоу» и так далее, просто лишим людей возможности сдать одну в конце, но это уже... Я согласен с Целестином, с его предложением, потому что нам будет проще сначала усвоить вот это. Когда мы это уже усвоим, можно в конце этого же занятия просто-напросто уже перейти к этому. Да, я просто предлагаю описать сферу употребления имени действия и инфинитива. Тогда мы говорим «келю», тогда мы говорим «келерге». В конце. Изучили все времена, все знаем, все уложилось в голове, и потом мы уже переходим на неличные формы глагола. Вот на эти «келерге» и так далее. Дело в том, что вообще изначально я не хотел брать ни имя действия, ни инфинитив, но я думаю, что вы догадываетесь, для чего я их взял. Ну, пригодится нам это. А для чего пригодится? Корень слова, чтобы мы знали. Раз, чтобы знали корень слова, мы знаем. Взяли имя действия, которое в словаре есть. Вот еще не учили вот этого момента, оно в словаре есть. Где написано «укол», где-то написано «укорган». Вы не сумеете пользоваться словарем, если вы не будете знать имени действия и инфинитива. Потому что в словарях у нас, к сожалению, один разнобой. Где-то написано читать «укол», где-то написано читать «укорга». И по сути они оба правы. Но надо разграничить сферу употребления инфинитива и имени действия. Я этим займусь. Раньше особых таких крупных исследований на эту тему не было. Но после Киекбаева, может быть. Киекбаев вообще титан нашего языка. Чувствую, к 12-му уроку мы подготовим свой словарь русско-башкирского языка. Не, грамматики. Вкраплениями еще туда азербайджанского и французского. Киекбаев предложил прекрасное объяснение, которое я на прошлом уроке я вам говорил. Почему в Атай, Бабай и прочих названиях родственников на «и» краткое вышвыривается это «е». И предложил очень много других объяснений в контексте именно истории башкирского литературного языка и его диалектов. Целестин говорит, что вместо «исем кылым» будем использовать «уртак кылым». То есть вместо имена состояния будем средний инфинитив. Да, будем использовать. Просто вы знаете, мы сейчас, когда будем временами заниматься, мы временно отложим и укл, и укрга, обе эти формы отложим. Если у нас останется время и желание,
А я думаю, что после 10-го урока у вас желание еще останется немножко. Еще будет. Со временем мы добавим еще одну программу. И разделить сферу употребления имени, действия и инфинитива. Тогда можно и так говорить. Вот в этих случаях только укл, а в этих и в этих только укрга. У нас остались немножко недоделанные домашние задания с прошлых уроков. Наши мужчины прекрасно, с выверенной, четкой интонацией произнесли стихотворение на башкирском языке. Рус тугельмин, лекен россиянмин. Россиянмин минде горуллык. Гумерен мене керек тугел. Bir yüzmüşüm şuha torollık. Tınla ilem hine aytem, yağızğa yoldaş bulmağız, ulan darım, hezge aytem, canaşsız eş kılmağız. Min ersigen yerlerde keşege bayman tapığız, yağza bulha baş bulup, keşege il koruğuz, damlı batır bulığız, olunu olu ite gez, canaş alıp yöre göz, kesine kese ite gez, canaş birep yöre göz, barğızğa şunu aytem, yakşılık bulsun atığız, keşe bulsun zatığız, yamanğa yol kuymağız, yakşınan baş tartmağız. Esen tele minen sesen tele. Ondan başka minen halkın yok. Yüreğinde halkı bulmagandın. Kişi bulurgala halkı yok. Давайте, девушки, не подводите коллектив. Попробуйте с четкой интонацией, с красивым произношением, с соблюдением широты и узости гласных и прочих нюансов башкирского языка, которых вы знаете, прочитать ваши стихотворения. Рахамитагет. Я прочитаю стих Тагировой Розали, который она специально сочинила для вот этой программы. Башкорт телен белмегенде, öğreneyek bergelep. Башкорт телендә сөйләшсән, дуслар булган күберәк. Рахамитагет. Ну, я не знаю, к сожалению, автора, но это какая-то детская забавная песенка про зайчика. Аккоян, ямшаккоян, безге кулаге килген, койрага кыскакына, кулаге озон икен. Слушайте, вы даже когда запинаетесь, вы это делаете с каким-то таким ученическим достоинством и шармом. Вот. Спасибо. Шунdan дәресте тамамлайық. Барығызға зур етіп рахмет. Хау болып тұрыңыз. Мен хабарсы болып эшләем. Внимание, вот типичная шишка. На аффиксы предикативности никогда не падает ударение. Селестин, кем было бы шлем? Еще буква Ё, еще нет. Чувствую, к 12-му уроку мы подготовим свой словарь русско-башкирского языка. Башкорт телен белмәгәндә, öğreneyek bergelep. Башкорт телендә сөйләшсән, дуслар булган күберәк.